Какие шаги вы предприняли, в какие органы обратились, ответы получили от турецких или туркменских структур? Когда Алишер пропал 25 июля, мы сразу же отправили адвокатов в центр депортации. Не получив оттуда никакой информации, мы тут же начали действовать. Подали жалобу в прокуратуру Синопа, прокуратуру Эдирна и в полицию. Написали заявление во все инстанции. Документ о том, что Алишер якобы вышел оттуда, мне выдали только спустя месяц. Более того, подпись на этом документе, выданном Центром депортации Эдирне, не принадлежала Алишеру Сахатову. Это была не подпись моего мужа. Потом я пошла в наше консульство. Там мне сказали, мы ничего не знаем. Уехал Алишер в Туркменистан или нет, мы не в курсе. Однако, когда я обратилась в полицию Синопа, мне сказали, что у Алишера нет легального выезда из Турции. Мы подали заявление в Конституционный суд и потребовали показать записи с видеокамер. Но суд нам видео не показывает. На мои письменные жалобы нет ответа, а дело закрывают с формулировкой «недостаточно улик». Хотя я знаю, что Алишера тайно вывезли в Туркменистан. 3 ноября состоялось заседание Конституционного суда. Мы просили о международной защите, но суд отклонил наш запрос, заявив, что угрозы его жизни нет. Суд говорит, что опасности нет, но моего мужа нигде нет.